В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство упростит малому бизнесу в арктической зоне доступ к механизмам государственной поддержки. Теперь для компаний-резидентов арктической зоны вводятся исключения, которые касаются требований о капитальных вложениях в строительство или модернизации недвижимости. Кроме того, отменят и чрезмерно строгое требование к будущим резидентам о ведении деятельности исключительно в одном муниципальном образовании региона по месту государственной регистрации. Так, если компания или индивидуальный предприниматель официально зарегистрированы на территории арктической зоны, работать на льготных условиях они смогут сразу в нескольких муниципалитетах. Это поможет им получить дополнительную выручку и расширить рынок. Территория опережающего развития может появиться в поселке Махсагало Хангаласского района Якутии. В настоящее время рассматриваются несколько бизнес-проектов для ТОР, в том числе открытие клубничной фермы и реализация резиновой крошки. Для создания ТОР будет выделен земельный участок. Заявка на создание территории опережающего развития будет подготовлена в скором времени и направлена на процедуру согласования. Консорциум Ростеха и группы ВИЗ готов приступить к первому этапу строительства моста через реку Лену в Якутии при обеспечении федерального софинансирования проекта. Главгосэкспертиза России подтвердила соответствие документации первого из двух этапов проекта требованиям технических регламентов и выдала положительное заключение. Первый этап рассчитан на 12 месяцев и включает в себя работы по созданию временной инфраструктуры, переустройство инженерных коммуникаций, подготовку технологических островков для сооружения опор в русле реки. На текущий момент подготовлен план мобилизации материально-технических ресурсов на строительную площадку в Якутии и обустройство стартовых бытовых городков. Также продумана логистика всей необходимой спецтехники. Отмечается, что готовность документации по первому этапу позволит приступить к подготовке территории строительства уже в 2021 году и ускорить реализацию социально значимого проекта. Сейчас продолжают разработку проектно-сметной документации по второму этапу. В третьем квартале этого года ожидается ее подача на госэкспертизу. Компания «Алроса» до конца 2023 года проведет поиски рудного золота в пределах Редергинской площади Тамота-Эльконской зоны разлома в Якутии. Соответствующий контракт на 279 миллионов рублей компания получит по итогам тендера, проведенного Якутнедрами. Как следует из материалов конкурса, организации предстоит выявить минерализованные зоны с различными геолого-промышленными типами золотого оруденения. Поиски пройдут в 3 этапа. На первом «Алроса» выполнит полевые, камеральные и лабораторно-аналитические работы. Второй этап продлится в течение всего 2022 года. Третий завершится в 2023 году. 2 последних этапа предполагают завершение лабораторно-аналитических исследований отобранных проб. Этнотуристский кластер «Юрта мира» планируют создать на территории Эвена-Бытантайского национального района в Якутии. Проект вошел в стратегию социально-экономического развития арктической зоны региона на период до 2035 года. В документе отмечается, что проект планируется реализовать как отдельный, так и на базе существующих этнографических музеев. Проект должен показать самобытную культуру, образ жизни и хозяйственную деятельность коренных народов Севера, познакомить с древними обычаями. Сам этнокомплекс запланирован в райцентре и селе Батагай-Алыта, но также объединит все населенные пункты района. В Роструде напомнили, что первые 2 рабочие недели мая будут 4-дневными с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Так, выходные будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Согласно по производственному календарю, 1 и 9 мая праздничные нерабочие дни. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час. При этом 7 мая рабочий день будет полноценным. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.